В этом году Миноборнауки Ингушетии принимает участие в реализации 6 социально важных региональных проектов в рамках нацпроекта образования. Сюда входит и строительство 11 школ на 6458 мест, в том числе в селениях Инарки, Верхние Очелуки, Алиюрт, Сурхахи, Нестеровская и Троицкая. Их планируется завершить до конца года. Кроме того, начато возведение школ в Назране и селениях Бердюрт, Южные, Плиево с плановым завершением в 2024 году. Стоит отметить, что аналогичные сроки поставлены по строительству ФОКа в Барсуки и Дома культуры в Джайрахе. В Сунже появится ФОК с бассейном, а в селениях Датых и Гейрбек-Юрт – дома культуры. По состоянию на 15 марта объем законтрактованных средств составляет 120 миллионов 821 тысяча, что составляет 86% от общего объема средств. По незаконтрактованной части средств без закупки в рамках реализации мероприятий по созданию регионального модельного центра на сумму 16 миллионов рублей находится на завершающей стадии подписания контракта. То есть конкурс завершен, подрядчик определен, выжидаем позицию еще 2 дня, завершаем подписание контракта. Таким образом, в 2023 году Министерство образования и науки Ингушетии работа по контрактации средств субсидий из федерального бюджета будет завершена с опережением сроков. На сегодняшний день построено 23 школы, 26 детских садов, 40 дорожных объектов, 147 общественных территорий приведены в порядок, 13 домов культуры, часть реконструирована, часть построена, 7 объектов экологии, 2 объекта здравоохранения, 13 объектов спорта и 1 объект социального обслуживания. В 2023 году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов. По состоянию на 15 марта 2023 года общий объем финансовых средств составляет 4 миллиарда 899 миллионов рублей. Значит, мы своевременно, правительство Республики Ингушетия своевременно до 10 декабря прошлого года подписало 44 финансовых соглашения и до 30 декабря 2022 года 42 финансовых соглашения. Из средств 2023 года бюджетное обязательство принято на 3 миллиарда 40 миллионов рублей, что составляет 62%. Из 65 запланированных контрактов подписан 31 на сегодняшний момент, это 48%. Из средств 2023 года неконтрактуемыми являются средства в размере 281 миллиона 524 тысяч рублей, которые будут доведены до получателей по итогам подписания соглашений. Махмуд Али Калиматов уделяет особое значение развитию социальной инфраструктуры и системы образования региона. Руководитель субъекта отметил, что несмотря на то, что за последние несколько лет был построен ряд школ, как в селах, так и в городах, образовательных учреждений все же не хватает. Глава подчеркнул, что при строительстве новых объектов необходимо заранее предусмотреть все вопросы, связанные с инфраструктурой и благоустройством прилегающей территории. Мы должны, все министерства, когда обсуждаются вопросы, те или иные контрактации и кассовости, они должны присутствовать, и на их вопросы надо отвечать. Будьте добры, министру, каждому по профилю, исчерпывающую информацию, чтобы они нормально, докладную или что их требует, или справку направили в свое ведомство. И она, знаете, чем будет хороша? Разночтения не будет. Строится объект. Надо сказать, слушай, дорогой, вот эту вот тропинку, надо, чтобы здесь был этот тротуар. Это твое. Дорога – это твое. Вот мы начали в апреле строить, а вот в октябре она должна у тебя быть. И пусть он думает. А мы что делаем? Поставили красивый объект, школу, детский сад. Вокруг бурьян, них бац, и начинается. Бирли забах ищат, ну правильно, да, там не пройдешь, нормальный ребенок не пройдет там, а все женщины наши, те же сестры, дочки идут туда с этими детьми. Поэтому объект вот там же вы знаете, вот продумывайте сегодня уже, как вы туда дорогу будете, какой тротуар у вас там будет, и регулируйте, у вас какие-то есть новый объект еще у нас. Показательно вот Малгобекский район, Очелуки вверх, в гору залезли и там школу поставили. А плевать им на детей. Как они будут там идти, как туда дорогу прокладывать, как туда свет провести, как туда воду провести. Потому что на объекты дают деньги, а это муниципалитет должен. Там дорогу сделать, там свет протащить. Это все их.
В рамках нацпроекта здравоохранения в Ингушетии реализуется 4 региональных проекта. Министр здравоохранения Магомед-Башир Балаев доложил, что на реализацию мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется направить свыше 48 миллионов 600 тысяч рублей, куда входит и поставка ультразвукового аппарата экспертного класса, УЗИ-аппарата с возможностью исследования брахицефальных сосудов и ультразвукового аппарата для исследования сердца и сосудов. Что касается дорожной инфраструктуры, в ближайшее время будут построены и реконструированы 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 23 километров и реконструированы 2 мостовых перехода. Ингушетия – лидер страны по развитию дорожного фонда. У нас 8 объектов за счет федерального бюджета. 7 давно законтрактованы, по ним ведутся работы. 3 объекта уже завершены, и по остальным ведутся работы. Отдельный руководитель региона затронул тему государственной поддержки по линии развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, всем, кто реально и добросовестно хочет развить свое дело, необходимо оказать помощь. Тем более мы должны ему помочь, если он не знает оформить, да, у вас же есть там эти группы-то бизнес. Значит, должны помочь ему юридически, оформить ему это, сделать это. И помогите этим женщинам, действительно, которые хотят что-то делать. Одна женщина, Перепелов там содержит, да? По-моему, она в программе не участвует, да? Мы не оказали. Оказали помощь. Смотрите, второй появился мужчина, очень такой солидный, прям благородство прям. Фазанов разводит. Вообще поразил меня. Их там 1000 прям. И потом, это через Минприроды, может быть, программу какую-нибудь, через Минэкономики. Подумайте, дайте ему. Хозхамиз. А потом он говорит, а что делать будете? Я говорю, выпускать их буду в природу. Там много чего нарушено, флора, фауна нарушена. Поэтому с пользой давайте проведем эти вещи. Беседуйте, надо будет, выезжайте и смотрите. Но это очень важная ситуация, о которой вы говорите. Я имею в виду Минэкономики, который считается гранты и субсидии, которые вы можете выдавать. И, кстати, это касается и всех министерств. Заслушав доклады министров, Махмуд Али Калиматов обратил внимание на необходимость ускорения темпов работы по контрактации. Задача по завершению контрактации всех мероприятий в рамках реализации национальных проектов обозначена до 1 апреля. Времени не так много. Нужно максимально быстро закрыть этот вопрос. И всем ответственным ведомствам и органам муниципальной власти следует повысить уровень ответственности, принять исчерпывающие меры по освоению средств, по контрактации, по срокам строительства, заключил глава региона. Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.